Минутная стрелка скоро отобьет время старта экзамена, и двери этих аудиторий будут закрыты для нашей съемочной группы. Ну а сейчас на пункте будущие абитуриенты ищут обозначенные им места и рассаживаются за школьными партами в последний раз. В этом году ЕГЭ сдают лишь те, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Поэтому подготовка каждого выпускника была серьезной. Готовилась я усердно, просто днями и ночами сидела за учебниками. Вот, 1,5 года ходила к репетитору. Помешала ли тебе пандемия или наоборот? Нет, мне ничто не преграда, потому что я давно выбрала для себя вот именно цель поступить в определенный вуз. Я верю в себя и во Всевышнего, знаю, что все будет хорошо, если не переживать, не нервничать, и ничего в этом нет страшного на самом деле. Участников ЕГЭ, сдающих обществознание, традиционно больше, чем экзаменующихся по химии. Однако на этом пункте предпочтение отдали естественной науке. Всего тестирования пройдут 142 школьника, ну а за честностью и прозрачностью процесса будут следить общественные наблюдатели, федеральные эксперты и члены ГЭК. Они стараются не допускать нарушений и оперативно реагировать на нештатные ситуации, если такие возникают. Здесь каждый заинтересован, чтобы экзамен прошел в рамках требований к ЕГЭ. И делается это прежде всего на благо детей. Детки уже уже не первый экзамен, они уже привыкли, как им нужно проходить, соблюдают дистанцию в 1,5 метра. Конечно, не без нарушений, бывает всякое, но мы по ходу пытаемся все эти нарушения предотвратить. Вот. К детям доброжелательное отношение. Очень спокойная обстановка, наверное, вы убедились в этом. Маска для школьников рекомендуется. Желательно, чтобы они были в маске. Но для организаторов это обязательно, потому что мы не должны допустить заражений или каких-то там сегодня неприятных моментов в связи с пандемией. Вот. Что касается участников, они проходят в маске, ну а уже в процессе работы они как-то от нее потихонечку избавляются. И тем более, что маска, она только на 1,5 часа. Пока одни учащиеся тихо проходят проверку на входе в аудитории, другие уже расписывают важные формулы на черновиках, чтобы не забыть. Кстати, на этом экзамене, как и на физике, есть одно исключение. Кроме паспорта и гелевой ручки, с собой можно брать и пользоваться калькулятором. Ну а после раздачи КИМа в распоряжении школьников будут еще 3 подручных материала. Таблица Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и электрохимический ряд напряжений металлов. Как признаются ребята, выдача именно этих информашек вместе с КИМом дают 70% победы при тестировании. Ну а тайком пронесенные шпаргалки и гаджеты могут обеспечить разве что 100% провал на экзамене, уверены абитуриенты. Сегодня самое сложное будет 2-я часть по химии. Она более сложная, чем 1-я. Там письменные задачи, подсчитывать надо по калькулятору, много ходов. Это и все. Не хочу рисковать шпаргалками или телефонами, потому что пересдавать придется в следующем году. И сидеть без дела год как-то не очень хочется. Если одни еще не определились с университетом, то другие идут к намеченной цели уже 5 лет. Ясмина Барахоева давно решила для себя, кем хочет стать. Спасать человеческие жизни – дело благородное, а в период пандемии роль и ценность медиков она осознала как никогда. Поэтому и времени зря не теряла. Как все знают, химия – это нелегкий предмет. Подготовка прошла, можно сказать, успешно, потому что плюс 2 месяца в дистанционку нам пошло в пользу. Я больше акцент делаю на биологию, так как мне биология дается труднее, чем химия. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Ну а взрослые переживают не меньше, чем их дети. В такую ясную погоду для них еще не ясно одно – как там их ребенок справляется. Луиза Беркинхаева пришла, например, как группа поддержки. Сегодня она волнуется не за одного ученика, а за целый класс. Я привезла своих детей для того, чтобы они сегодня успешно сдали бы химию. Очень переживаем. Хочется себя успокоить, и родителей тоже, но все равно немножко не получается. Переживания и вот это волнение, конечно же, присутствует. Несмотря на то, что дети готовились и готовились довольно-таки усердно, с прилежанием. Потому что экзамен сложный довольно-таки, и хочется набрать высокие баллы, чтобы поступить именно в те вузы, в которые дети наметили. С момента запуска ЕГЭ многое изменилось. Отмена тестовой части, внедрение технологий, запечатанные диски с экзаменационными материалами строго отдают под роспись организатору. Ну а основные волнения из-за учебы у выпускников заканчиваются уже на следующей неделе, после чего ребятам предстоит еще одно испытание – сдача документов в университет.
Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.